События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации и под видом якобы мирных протестов и таких вот выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Со мной вот моя дочка, со мной моя одноклассница, мы с ней с 6 лет дружим. Вот. Тоже ее сын, мой муж там где-то вот стоит. Вот и первый раз мне не безразлично то, что происходит в нашей стране. Я пришла поддержать наших белорусов. Я горжусь ими. Белорусы, я вами горжусь. Но своим местом, выбранным проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи там, и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи. Я при этом присутствую с 94-го года. И я это все на моих глазах. Теперь это хамство, это бескультурье, народ крепостной, страна моя. Так больше жить нельзя. Нужны перемены, и поэтому народ вышел на всю эту акцию. Я в этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы лучше, как говорится, не дожали, чем пережали, чтобы не попадали к нам даже не то что задержанными, а предоставление в органы внутренних дел люди, которые не хотели в этом участвовать. И поэтому неоднократные предупреждения, руки держать за спиной, я говорю сотрудникам ОМОНа. Если они кого-то вытесняют, лучше пусть подставятся сами, но никого, не дай бог, не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства. ОМОН оттеснял народ к мосту, затем на мосту их в коробку как бы взяли, и не было куда деваться, и парни, и девушки прыгали с моста на обрыв. Сотрудники проявляют максимальную выдержку и уже доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намек с физическим выталкиванием, как говорится, но ласковым таким, да, не силовым, все равно стараются продолжить эти мероприятия, дестабилизировать обстановку. Я купив речі у Сімволба і вийшов, і мене затримали. Так. Поэтому, чтобы вот этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности, от того, что мы не замечаем и не воздействуем, конечно же, мы вот эти все волнения в зародыше пресекаем. Не стоит даже обсуждать там хороший Лукашенко или плохой. То есть плохо одно то, что мы не имеем права сказать, что мы думаем. Все, этого достаточно, чтобы это прекращать.